16 ноября в Мирном с рабочей поездкой побывал директор Республиканского фонда капитального ремонта Леонид Шибаев. Он прибыл по приглашению Народного фронта для встречи с общественностью города и главами поселений. Тему продолжит Роман Муконин. Рабочая поездка директора фонда капитального ремонта проходила один день и состояла из бесконечных встреч. Дело в том, что вопросов у жителей Алмазного края накопилось много, и связаны они в первую очередь с плохо отлаженным механизмом сбора средств. Вы крутите наши деньги, все думают. А ситуация такая, что, во-первых, на содержание нас содержит правительство. Мы из взносов на свое содержание не берем ни копейки. И те деньги, которые к нам приходят, мы можем их потратить только на одно. Мы можем ими только договоры подряда оплачивать. Ни на что другое, ни на какой вид там расходов мы больше их использовать не можем. Только договоры подряда. Еще недавно государство предлагало жильцам многоквартирных домов самим организоваться в ТСЖ и открывать у себя счета для сбора средств на капитальный ремонт. Но в большинстве своем граждане проигнорировали это. Тогда законодатели приняли постановление о создании фондов капитального ремонта во всех регионах страны, чтобы они собирали и распределяли деньги на обновление ветхого жилья. Для Якутии взнос составил 3 рубля за квадратный метр деревянного дома и 3,5 рубля с каменного. В центральных регионах страны этот тариф выше в 4 раза из-за того, что региональные власти не датируют местные фонды. В нашей республике наоборот. Региональный бюджет вкладывает более половины необходимых средств на ремонт каждого дома. По разным социальным сетям ходит сейчас информация, что определение Верховного суда определено, что можно не платить за фонд капитального строительства. И люди как бы вот в заблуждении: платить, не платить. Это обязанность, которая установлена законодателем. Это закон, это нужно платить. Просто, если не хотите платить, придется платить через суд, плюс судебные издержки, плюс пени. По словам директора фонда, за год с Мирнинского района собрано несколько десятков миллионов рублей. Но этих денег все равно недостаточно для крупномасштабных ремонтных работ. Поэтому часть их берет на себя республиканский бюджет. Благодаря этому уже в ноябре в Мирном начались капитальные ремонты нескольких ветхих домов. А на следующий год в плане стоит уже 16 строений, чьи адреса можно увидеть на сайте фонда.